Хорошо. Так, друзья, ну что, мы продолжаем серию наших мастер-классов. Сегодня у нас 29 ноября. Мы провели 2 дня уже таких достаточно интенсивных. Нас на канале конкурса в YouTube у нас все мастер-классы в открытом доступе. Более того, вчера мы их нарезали отдельно по, как говорится, по нашим членам жюри. Вот, поэтому можете отдельно все внимательно просмотреть. Все в открытом доступе. А сейчас я бы хотел, значит, да, пригласить Кураеву Юлию, 12 лет, Иркутская область, город Тайшет, правильно? Я не ошибаюсь? Да. Хорошо. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов, поздоровались, в общем, поприветствовали друг друга, да, потому что надо проверить звук. Добрый день. Юлия, расскажи что-нибудь нам. Тайшет. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно хорошо. Ну, будем надеяться, да. Хотя, может быть, можно было бы поближе. Но, Ольга Александровна, вы уж там сами, хорошо? Хорошо, да, хорошо. Все, друзья мои. Во-первых, Да, я передаю слово как раз, да, Ольге. Вот, а мы все, ну, по мере необходимости, наверное, может быть, лучше нам выключить наши видеокамеры, чтобы они вдвоем были, да, в кадре, а мы будем за ними наблюдать. Все, друзья мои. Ольга Александровна, вам слово, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать сегодня, пожелать всем доброго дня и поблагодарить всех за то, что вы участники нашего конкурса, потому что, естественно, мы без вас просто бы ничего не смогли сделать. Спасибо всем за прекрасное исполнение. Хочу сказать, что конкурс действительно в этом году очень яркий, очень большая география, и поэтому разные стили даже, так скажем, представлены, да, то есть у нас разные страны, и это очень приятно. Хотя, конечно, очень сложно, опять-таки повторюсь, слушать вас по видеозаписям, потому что мы сами знаем, как это трудно передать все эмоции в камеру. Но некоторые, просто, честно говоря, были такие молодцы, что прямо мурашки. И я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча тоже состоится в хорошем таком позитивном ключе, потому что мастер-классы, они очень-очень нужны всем. Знаете, даже нам, даже мне, я бы сама с удовольствием поехала на какой-нибудь мастер-класс. И плюс нашего вот этого заочного проведения, обычно мы проводим мастер-классы, нас раскидывают всех по классам, каких-нибудь там консерваторий или музыкальных школ, где мы проводим конкурс, и мы все 2-3 часа врозь находимся и никогда никого не слышим и не видим, как это проходит. И поэтому сейчас это так здорово, когда мы можем наблюдать, сами мы, члены жюри, наблюдать, как проводят мастер-классы наши коллеги. И я хочу сказать, что мы многому друг у друга учимся, и это здорово. То есть у нас с вами такая хорошая творческая лаборатория. И сегодня сначала была задача такая, как бы сначала показать своего ученика, как ты занимаешься с ним. Но я вчера всех своих учеников отменила, потому что я посмотрела огромное количество записей ко мне. И я думаю, самое главное – уделить внимание тем, кто сегодня пришел на мастер-класс ко мне. Ну, начнем, да, Юлия? Давайте сначала я посмотрю, что я про вас написала. Так, вы пели у нас Генделя, да? Угу. Альмиру, да, по-моему, да. Вот, я написала, что голос у вас приятного тембра, есть кантилена, немножечко пестро, не ронять высокую позицию на нижнем регистре. И вы пели во втором произведении, я написала, что звучит ярко, надо не давить и работать над выравниванием регистров. Да? Вот, я бы хотела сказать, что... Видно? Видно? Хотела сказать бы как раз, что, может быть, над этим мы сегодня и поработаем. Мы можем взять вот как раз Альмиру и посмотреть, как мы будем выравнивать. Вы распеты, все в порядке у вас, да? Мы приготовили просто другие произведения. Нет, да, хорошо, давайте другие. У вас что сегодня? Горбовская, колыбельная и Руна? Нет, а пастушок там был, по-моему, да, вторая песня была? Можно альпийскую, или альпийскую пастушку и пастушка, ну, в общем. Давайте, что хотите, как вам удобно. А я уже буду вас останавливать и тогда говорить. Естественно, повторюсь всем, кто нас слушает, что вы прекрасно знаете, что искусство пения – это искусство дыхания, прежде всего. И об этом говорят все наши члены жюри, этому уделяется огромное внимание, поэтому не забываем дышать не только поверхностно, а
естественно, грудобрюшным дыханием. Фразы не брать посередине слова, как говорил у нас Симоне, да, потому что в основном, кто пел на итальянском, почему-то дышат еще где-нибудь там ма, да. Давайте, покажите мне, пожалуйста. Детской звуки песни колыбельной, но не смогли в сердце муки скорби беспредельной. Спит ребенок, ангел снится с белыми крылами, только снится, не стремится пролететь над нами. Можно я сразу остановлю, да? Мы пока не будем, так сказать, долго петь. Угу. Что я хотела бы сразу подсказать? Вот смотрите, вы начали достаточно с низкой тесситуры, и немножко нас зазвучало глухо. Очень важно начало и конец произведения. Поэтому здесь четко обязательно проговорить дикционно и не сажать, опять-таки, да, сохранять головную позицию внизу, на нижнем регистре. У вас очень красивый, яркий верх. Очень красивые ноты, тембр такой сразу вырисовывается. Да? Постарайтесь этот тембр сохранить тоже на нижнем регистре. Попробуйте еще разочек. Не сажайте. И немножечко все-таки та-та-та-та. Добавьте кантилену. Представьте, знаете, вот что поплавок, который лежит на поверхности глади воды, и он не тонет, то есть рыбка не прицепилась, она не дергает, он туда не уходит под воду. То есть ра-та-ти-та-та-та, представьте, что у вас прямая линия. Можно еще раз начало, да? Вот здесь. Можно еще раз остановить? Смотрите, какие слова у вас там? Смолкли вдали детской. Смолкли вдали, смолкли вдали, вдали. Обязательно у нас упирается в небушка. Небо должно быть активным. Это наш микрофон, так сказать, да, за счет которого мы добавляем звук себе, обертоны. Не вдали, она у вас выпала, это и она, естественно, осталась рядышком с вами где-то, да? А нам нужно, чтобы она пошла в зал, чтобы она пошла, в данном случае, может быть, в камеру, в микрофон. Хорошо? Смолкли вдали, не вдали. Не отбрасывайте ее. У нас две точки в животе, и в нюбушке. Угу. Такой, знаете, должен быть распорка. Я еще сравниваю с... Есть такой эспандер, знаете, спортивный такой, как сказать, вот так вот он растягивается. Только мы будем растягивать, он вот так тянется, да, руками, а мы вот так. Та-ра-ра-ра. Угу. Попробуйте еще первую фразу. Смолкли в дальней детской звуки песни колыбельной. Молодец, молодец. Смолкли в сердце муки скорби беспредельной. Когда скорби, оставить все-таки высокую позицию на нижнем регистре, да? Когда вы опускаетесь вниз, нужно сохранять головную позицию. Попробуйте еще раз. Вот это вот место скорби. Сначала мне спойте, смотрите, вот вы должны стремиться к определенной какой-то тарарира, та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? То есть к ней набираем, как машина, как велосипед у нас разгоняется. Да? Вы педальки нажимаете, должно быть вот такое сопротивление немножко, да? Угу. Смолкли в дальней детской звуки песни колыбельной, но не смолкли в сердце муки скорби беспредельной. Молодец! И ребенок ангел снится с белыми крылами, только снится, не стремится пролететь над нами.
Можно еще раз остановлюсь? Вот было очень хорошо, молодец, сразу пошла какая-то фраза. И они все одного тембра. Знаете, вот как бы, чтобы не существовала пестрота в голосе. Вот мы, смотрите, сейчас у вас такая была фраза «только снится», «снится». Тоже дыханием, столбиком вот этим дыхательным поддержать нотки, чтобы не вываливались. Хорошо? Представьте, что вы такая скалолазка. Вы лезете по скале, и вам для того, чтобы туда забраться, обязательно нужно вот этим зацепиться крючочком, чтобы туда подтянуться. А у вас да, сначала зацепились, потом оттянулись. Хорошо? Можно серединочку где-нибудь? Не сначала, а серединочку. Сейчас хорошо делала, не роняла низкие ноты. Они сразу обрели другой тембр, другую красоту. Голос очень красивый. Юль. Угу. Спит ребенок, ангел снится с белыми крылами, только снится, не стремится пролететь над нами. Молодчинка, молодчинка просто. Посмотри, как ровно сразу зазвучала. Сама должна слышать, чтобы они не падали, да? Молодец, очень красивый такой наполненный голос, респект педагогу. Молодчина, молодчина, мне очень нравится, правда. Давайте дальше. Сон был постарела, кишене аниматино, это пречетелино, це фреске фрутофьор, кін'єне примальборе, авравецо зеросе, помаручатозе, феніте не шатин. Сон был постарела, кишене аниматино, это пречетелино, це фреске фрутофьор. Можно мы остановим, да? Остановим пока. Смотрите, немножечко выпукло здесь поете, а ярко очень. Вот так, знаете, я бы сказала, открыто. Да? Не знаю, может быть, тут хотите показать немножко какое-то тирольское пение, да, или что. Но мне не хватает немножко купола. Попробуйте, знаете, чтобы все нотки были вот как бы вот там в небушке. Угу. Чуть легче. Вы немножко таким, знаете, грубым таким. Немножко легче. Это немножко другой, что ли, стиль должен быть, в отличие вот от первого произведения, да? Попробуйте. Вот я еще, знаете, что хотела посоветовать всем, кто участвует в конкурсе? Старайтесь все-таки, если 2 произведения или 3, все-таки показать своих студентов, своих учеников с разных сторон, чтобы это были разносторонние произведения. Пусть это будет одно легатное, одно веселое, одно игровое, понимаете, чтобы можно было. У меня, кстати, некоторые действительно, вот я первые слушаю, ну, думаю, ну, не знаю, пропускать ли во второй тур, и вдруг во втором человек так открывается, что я чуть ли не 9 уже там ставлю. Понимаете, поэтому постарайтесь так, вот хорошо, сейчас одна была кантиленная, одна веселая, но веселая и легкая, она должна быть другая. Хорошо? Давайте, еще разочек. Нет, смотрите, можно останавливаться. Вот она выпала сюда, она не попала уже в резонатор. У нас, знаете, пение такое, как в церкви мы должны всегда, вот там находиться в куполе. Угу. И помните, есть такие стихи, а где О, а О где У, но не в глотке, а во лбу. Помните, да? Это такой трактат о пении, который идет уже с какого-то 15 века, но там все настолько просто, доступно объяснено. У меня этот трактат висит в классе на стенке, я все время, кто у меня поет, допустим, на У, я говорю, где у нас У? А, во лбу, точно. Чтобы вниз, если вниз вы идете, не теряйте головы, да, если ж вы наверх, надо глубже опирать, всех тогда переорете, даже нечем заорать. Помните такие стихи? Есть такие, поэтому, да, не высовываем сюда. Не ла, л, да? Наверное, Симона не были вчера на мастер-классе, нет?
Вот просто он очень много говорил про произношение. Можно в интернете много найти всего и послушать, как это произносится, потому что некоторые очень грубые такие были ошибки, просто, знаете, когда вместо, допустим, Кьяра объявляют Чьяра, и, конечно, там уже не только студенту или ученику минус, но и педагогу в том числе, да, потому что есть уже какие-то, мы же не говорим, допустим, Рахманинов, а Рахманинов. Давайте, хорошо. Легче и прикрытая А. А где О? Не выпячивай сюда. Подожди. Ты немножко посадила, грудь потеряла. Вот эту пропой, пожалуйста, ее нотку. Вторую фразу, хорошо? Угу. Да, сначала. Не оперла. Мы только что, извини, Юль, мы только что говорили о том, что верхние ноты нужно глубже опирать. Правильно? А ты потянулась ее, а ее нужно перевести дыхание. Как будто вот вы в школе на физкультуре перетягиваете канат. Делали такое что-нибудь? Нет? Вот нужно ее потянуть на себя. Немножко наверх оторвала нотку. То есть вот я бы, допустим, если слушала, написала бы, так, дыхание мне переводит верхние ноты, мало опирает, недостаточно опоры там, и так далее и тому подобное. Да? Хорошо? Попробуй еще оставить на том же уровне. Помню, я иногда своим студентам тоже привожу такой пример, как высотные здания. Допустим, если стоит избушка там или палатка или что-то, да, там колышек вбил, она держится. А чтобы высотное здание не качалось и стояло хорошо, так устойчиво, очень большие вбивают туда, как они называются? Сваи, да. Очень глубокие роют котлован, и туда эти сваи, чтобы высотное здание, там 15-16 этажей, стояло устойчиво. Поэтому нам, для наших высоких нот, тоже нужно очень низко опереть дыхание и туда их, знаете, соломку постелить, чтобы они у нас держались, были устойчивые, красивые, не только голова, чтобы звучала. Хорошо? Давай еще разочек. Угу. Нет, опять, извини. Постарела. Очень сделала ведь в предыдущий раз хорошо. Ну-ка, запоминай. Дальше. Оперла, молодец. Можно остановлю? Смотри. Юля, очень хорошо вышла. А попробуй. Прямо там же сверху сказать вот эту следующую ноту за высокой. Нет, смотри, ты делаешь. Оставь наверху, иначе она позиционно низковатая получается. Отлично. Молодец. Совсем по-другому зазвучало. И чистенько, самое главное, получается в высокой позиции. Знаешь, вот здесь у нас такие, сама знаешь, да, самые главные головные резонаторы находятся, которые украшают и дают нашему голосу неповторимый тембр. У тебя очень красивый тембр. Да, ты еще молодая у нас девочка, всего-то ничего, 12, да, уже такой богатый у тебя голос. Ладно, молодчинка, мы перейдем сейчас к следующему, потому что их там очень много, я боюсь, что мы всем не успеем, да, у меня уже где-то минут 20. Да? Спасибо большое. Спасибо вам, замечательные, ага, мне очень понравилась девочка. Так, переключить. Так, друзья мои.
Пожалуйста, Блошкина Мария, 12 лет, Беларусь. Где она у нас? Сейчас, Мария, включайся. Отлично. Есть Да, Мария? да, вот она с нами на экране. Мария, включай микрофон, пожалуйста. Так, ну я сейчас включу тебе его. Ага. Включите Так, мне, пожалуйста, Марию. Так, ну-ка. Так, сейчас, Мария. Ага, помню я Марию, помню, да. Мария, там Мгм. сами, пожалуйста, включите на телефоне или на чем. Взрыв смеха был у нас, да. Да, все, Так, включился. Мария, слышите меня, да? Добрый день. Добрый день. Так, сразу зачитываю, что у меня было написано по... Вот о чем говорила и в первом своем, так сказать, на начале урока, да, что самое главное – это дыхание. И как раз Марии я советую заняться этим вплотную дыханием, потому что кое-где я написала, особенно во втором произведении, мне не хватило опоры поверхностно, хотя голос очень яркого тембра, хорошая девочка – и красивый тембр, и пишу таки, опять-таки, снимает концы фраз с опоры. До конца нужно каждую ноточку поддержать обязательно, да? Надо их холить или леять, все наши ноточки. И еще, смотри, вот во втором ты пела, да, взрыв смеха? Да? Угу. Плохо, я не слышу. Очень плохо слышно пока говоришь, не знаю, как Мария, быть. с микрофоном там, пожалуйста, посмотрите еще раз. Погромче. Скажи что-нибудь еще, пожалуйста, Мария. Скажи что-нибудь, поговори. Я вас хорошо слышу. Ну, самое главное, чтобы я пение слышала. Тебя Вот не смотри, очень хорошо. мне Попробуем тут говорит настроить, у нас, как говорится, сейчас нужен обязательно комплекс. Не только пропеть ноток красиво, да, а нужно еще донести образ. Вот именно в смехе, как бы мне не хватило смеха. То есть были такие стаккатные нотки, а вот представь, как бы ты сама смеялась. Там то есть сразу о чем я хотела сказать на будущее, да? Сейчас мы будем работать, я так понимаю, с эту мами, да? Да? Хорошо, давай, покажи, пожалуйста, я буду тогда уже слушать. И вот я о чем хотела сказать. Опора обязательно, потому что там, где не хватает опоры дыхательной, да, немножечко интонационно не добирала. Вот сразу позиция падает, и слышишь уже недостаточно высокая нота. Хорошо? Обрати внимание, пожалуйста, ладно? Угу. Мария, сразу вот ты вздохнула, и на него же, на этот столбик дыхательный. Обязательно сверху, знаешь, такой колодец представь, да, и ты туда ведро с водой опускаешь. Оно не бьется о стеночки. Потому что еще и ту нужно ниже пропустить. Хорошо? И смотри, был проигрыш. Ты в проигрыше пока такая еще... Ну, что я пою? Какая нота у меня? Да? То есть ты о чем вообще? Про любовь же у нас, да? Песня. Ну вот, давай. Хорошо, давай. Я хочу посмотреть. Лицо хочу увидеть. Давай. Сразу настраивайся. Смотри, можно оставить пастесто. У нас А, О вертикальные и Е горизонтального зевка, да? У нас есть несколько, так сказать, зевков, горизонтальный и вертикальный. Поэтому обязательно выносить И, Е ближе, а, О должны быть более вытянутые. Не ставьте А. И еще в этом трактате, о котором я говорила, там есть такая фраза. Ощущайте точки 2 в голове и в животе. То есть я своим студентам говорю, вот это место, горлышко, оторвали и выкинули. Его просто нет, здесь пустота, провал. Да? Нужно обязательно провалить туда не
не задерживай здесь. Иначе, я понимаю, это беда очень многих вокалистов, и даже я в начале своей творческой карьеры именно так пела, потому что у меня, во-первых, украинская кровь играет во мне, и мы тоже такие горловички на Украине. Но обязательно нужно снять горлышко, чтобы звук пропустился, хорошо оперся и нормально попал в резонаторы, и тогда он полетел. А этой точкой, третьей, мы задерживаем его в себе, мы жадничаем, мы себя хорошо слышим, но нам надо, чтобы голос от нас ушел, да, поэтому мами, сету, спири, спири, да, тоже все очень должны быть такие проточные нотки, хорошо? Угу. И смотри, вот ты начинай всегда немножечко как будто затаенно. Вот там в куполе постучи себе язычком так. Да, и в этом месте не и не и туда все следующие. У нас 2 точки в голове и в животе. Голова у нас в куполе. Да, как в церкви, знаешь, вот как колокольчики еще есть, вот это, которое там, да? Угу. Давай. Нет, смотри. Эдик. Да? Эра. Вот такую букву мне скажи. Угу. Хорошо, можно остановлю? Хорошо спела очень. Это ведь у нас старинная, да? Мы здесь, это не народная песня, мы не можем здесь сильно раскрывать. Хорошо? Давай еще разочек. Можно остановлю сразу, да? Дело в том, что в итальянском языке как бы «л», она такая мягкая, а твердая. «Ла», «ло», «л», «о». Не «долор», а «долор», «долор». Да? Вот нужно будет потом поработать, привыкнуть. То есть «л» как будто с мягким знаком, «долор». Угу. Хорошо? Еще разочек. Вот вторую часть, не с первую. Нет, смотри, вот хорошо спела до этого все, да, смотри, нужно перевести верхнюю нотку, соединить ее дыханием. Немножко потянулась наверх, а мы на верхних нотах опираем дыхание ниже, да, как будто немножечко простонать. Такое, знаешь, немножко даже как бы глиссанда или портамента, небольшое. В старинной музыке не может быть, да, такого. Но ты должна соединить, а на одной веревочке они должны быть. Хорошо? Можно еще раз оттуда. Угу. Можно еще перебью? Очень пестро немножко поешь. Ты поешь. Ага. Вот тут ты там взяла вот так вот, да, вот так себе. И подтягиваешь. Хорошо? Я иногда своих студентов вот так прям беру и тяну. Представь, что у тебя кто-то за крючочек. Давай. Отлично. Отлично. Мар. Там слово амор. Амор или амар? Амор? Ну, давай тогда поем не амор, я не слышу. Ну. Адалор. Адалор или одолор? Одолор. А я слышу одолор. Угу. Нет, я слышу пропусти. Прямо на животик. Отлично. Опять
Опять протяни ее, пожалуйста, вот отсюда, с этой ноты прям. А интенционно не добрала. Потому что, опять-таки, о чем я писала в своей записной книжке, когда тебя слушала, нужно глубже опирать, работать над дыханием. Знаешь, какое есть хорошее упражнение? Ты можешь лечь на пол, или знаешь, что вот можешь подружиться со мной ВКонтакте, я как бы открыта для всех, напиши, это я, мы с вами разговаривали. Вот, есть, я тебе пришлю мастер-класс по дыханию как раз нашей звезды Кабалье, которая просто укладывала всех на пол, давала им большие тяжелые книжки, и вот она там up, down, up, то есть вверх, вниз, вверх, вниз. Нужно было всем это дышать. Ты когда почувствуешь, когда немножечко не добираешь, и интонация ползет. Понимаешь, у тебя красивый голос, легкий, ты сама музыкальная девочка. Но когда интонационно где-то чуть-чуть не очень, да, сама понимаешь, что это самая как бы такая ошибка, на которую обращают внимание, и для конкурсов это очень-очень важно. Не только для конкурсов, а всегда, в любом пении. Одно из первых, так сказать, качеств замечательных – это наличие красивого тембра, дыхания и чистая интонация, да? У тебя все это есть, ты прекрасно слышишь, но чуть-чуть не добираешь, потому что не опираешь достаточно. Угу. Хорошо, и смотри, я не помню, сейчас у меня нет нот перед глазами, но вот ты поешь почему-то слово дыхание, там паузы стоят? Ну-ка, подскажи мне. Вот сейчас в самом финале ты пела. Пасторелла, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Ну как ты там поешь? Ну-ка спросим у пианиста, там паузы? Не слышу вас. Нет пауз, да? То смотри. Зачем ты рвешь? Ты рвешь себе дыхание. Ты же уже посадила на него. Вот здесь возьми. Да? Мы за верхними нотами никогда не тянемся. Мы представляем большое 15-этажное здание, которое стоит на хороших длинных сваях, таких внутрь, да? И ты тоже должна стоять хорошо на своих ножках и упираться в эти ножки, да? У меня некоторые студенты начинают там что-то переминаться, такие как цапельки на одной ножке. Я говорю, ну и как вы хотите взять хорошее дыхание? Некоторые педагоги, я такого не делаю, но я знаю, некоторые педагоги просто дают своим студентам стулья в руки, вот для тяжести, вот, чтобы ощутить. Но я хочу сказать, что я сама, допустим, была на мастер-классе в Цюрихе, и у меня там очень хорошая моя знакомая одна певица, мы с ней занимались, и у нее на уроках в рояль прямо такая большая, широкая резина вставлена, такая, знаете, вот резиновая такая, я не знаю, как ее назвать, и когда на верхних нотах студенты оттягивают эту резину, то есть вот так вот, на ней прямо вот так. Можно без резины немножечко, тоже Тамара Дмитриевна Новиченко, такая есть потрясающая педагог из Санкт-Петербурга, из консерватории, наверное, знаете, это педагог Анна Нетребко в свое время, да? Она как раз на верхних нотках советует немножечко сделать вид, как будто ты падаешь назад. То есть когда ты начинаешь немножечко вот так назад отклоняться, у тебя начинает напрягаться пресс. Вот попробуй мне сейчас спой, не дыша. Пасторелла се соджета. Хорошо? А потом нижнюю нотку опереть, так хорошо на дыхание поставить. Она, понимаешь, вот смотри, есть еще вода такая, наверное, у вас тоже есть такие кулеры с водой. Да? И наверху помпа, которую нужно, эту помпу обязательно нажимать, чтобы пошла вода. Так вот, пока ты не нажмешь, у тебя нотка туда вверх не поднимется, потому что нужно создать такое дыхательное, ну, как сопротивление. Хорошо? Давление. Давай, еще разочек. Угу.
Молодец. Тебе самой удобно? Так чище сразу же стало. Смотри, больше себя чаще записывай, слушай, потому что очень слышно, когда интонационно что-то не так. Ладно? Мгм. Мария, какие вопросы? Хочется еще кого-то успеть послушать. Какие вопросы? Задавай. Нет вопросов. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Хороший голос. Развивай, работай над дыханием. Да? Напиши мне ВКонтакте. Хорошо? Пока. Давай. До свидания. До свидания. Я мои. Следующий наш участник. К сожалению, вот я не знаю, есть ли у Ирины Присич концертмейстер. Тут у меня стоит знак вопроса. Есть, да, ну тогда давайте. В первую очередь, Вишнева? друзья мои, да, мы для тех, у кого есть концертмейстер. Сейчас кто у нас, извините? Присич Ирина, да. Сейчас, На следующей странице листка, Ольга Александровна. Сейчас, пересечу. Нашла. Сочи. Да. 12. Ирина, скажи что-нибудь, несколько слов о себе, и мы заодно послушаем, как звук идет. Представься. Нашла. Так, здравствуйте. Сочи мне... Ирина, да? Угу, хорошо. Так, сейчас я посмотрю, что у вас тут написано у меня. Айва Полилипонька акапелла пела, да? Голос полетный, тембристый, хорошо пользуется головными резонаторами. Немножечко мне не хватило проточности и продыха. Перспективная девочка. Так, что? Проблема немножко с верхним регистром, потому что нужно глубже опирать. А так, верхние ноты, опять-таки пишу, верхние ноты не нужно удалять, а глубже опереть, оставить, опять-таки, в резонаторах У нас одна такая есть тоже очень хорошая наша знакомая, педагог, она многие годы уже преподает, живет сейчас в Финляндии, Галина Химич. И вот она говорила всегда, что, знаете, как это, она сказала, не угу. То есть обязательно должны быть собранный звук, особенно наверху. Не уводить далеко, иначе будешь слышать себя только ты. Да? Чем дальше мы его уводим, это у басов может быть по-другому как-то, а у сопранта у нас головной регистр должен хорошо звучать. Да? Да. Угу. Хорошо, давай, что ты мне покажешь? Ну, а что вы хотите, нет ничего. То, что Так, ничего нет. Так, а что из того, что есть? Да. То, что вы хотите, есть что-то, я могу... Давай кукушку покажи. Чайковский есть? Да. Вот, хочу посмотреть как раз, как обыгрываешь. Угу. И можно потом даже посмотреть у его Полилипонька, да? Да, я готова. Пишу, что голос яркий, красивый. Ну-ка, покажи ко мне его. Давай. Можно сразу остановлю? Можно сразу? Да, Ирина, смотри. Ты прилетел, ушла. Ага, ну-ка покажи ко мне. Ровненькие все. Смотри, из города. Если ты внимательно смотрела предыдущую девочку, да, о чем мы говорили? И, Е горизонтального зевка, А, О и они даже такие вот, знаешь, вытянутые, обязательно, как яйцо. Пол яблока и полное яблоко, да? Не обязательно еще нужно грудь добавить. Угу, давай. Скажи, там слухи носятся о нас. Скворца кукушка спрашивала раз. Смотри, извини, смотри, что ты делаешь, да? Смотри, скворца ку-ку, ку-ку. У нас, во-первых, У обязательно во лбу. И чтобы был более полетнее нижний регистр, Елена Васильевна Образцова, не знаю, смотрели вы, может быть, по видео, может быть, присутствовали на ее конкурсах или на ее мастер-классы, она вообще клала на стол, знаете, такой череп,
и показывала, где находятся резонаторы, какие у нас глазницы там, откуда должен идти звук. И она говорила всегда, что вот эти вот до, ре, ми, фа, соль, они все поются, вот они. А вот уже дальше ля, си, до и дальше, так сказать, поднимается по регистрам, оно поднимается больше в голову. Поэтому вот здесь вот больше за зубами петь нижний регистр. Скворца кукушка, не спрашивала ра. Ага, прямо немножко, во-первых, нужно будет дикцию почетче, чтобы было понятно, да? Угу. У нас у сопрано нет особо таких, ну, драм-сопрано, может быть, есть. Поэтому мы должны придумывать какие-то штучки, чтобы нас было слышно. Хорошо? Угу. Давай еще разочек. Кукушка спрашивала раз. Да. Жители толкуют городские, хоть на привет. А можно перевес? Смотри, ты поешь городские. Как будто одна линия. Оставляй там же нотки все эти, да? Давай еще разочек. Что же еще? Жители толкуют городские, хоть на привет, о песнях соловья. Интересуюсь этим очень я. Опять я. Вытяни, помоги себе. Сделай домик повыше. Да, можно интересуюсь этим очень, да? Интересуюсь этим очень я. Нет, ты делаешь интересуюсь. Не уводи о. Оставь здесь же, просто проведи дыхание поглубже. Угу. Интересуюсь этим очень я. Хорошо сделала. Очень я. Продых один. Дальше. Весь город он приходит в восхищение, когда в саду его раздастся дверь. Нет, смотри, чтобы лучше было слышно, да? Смотри. Жаворонка, пень, жаворонка. Немножко размазываешь, и получается пропадает вот эта серединка. Оставь в верхней позиции. Но вверх нужно хорошо делать оперные. И жаворонка, пенье. Да? Угу. Нет, головная. Угу. Нет, пение. Вот здесь вот между буравками. Представь такую точку. И все за этот крючочек все нотки нужно одеть. Попробуй. Жаворонка пение пленяет очень многих. Неужели? А каков их отзыв о дросте, да хвалят его хоть не везде. Немножко смотри. Хоть неве. Немножко горлышко. Хоть не везде. Хоть не. Помним, да, про точку между бровями. Хоть неве. Я не слышу немножко тональность, но давай. Хоть не везде. Еще хочу спросить. Не, все время сверху. Еще хочу. Еще хочу спросить я, может статься, и обо мне ты слышал кое-что. Вот про тебя, сестрица, так признаться, не говорит решительно никто. Скажи, пожалуйста, тебе не хватает дыхания? Да, Ира? Тебе не хватает дыхания там, да? Нормально. Смотри, вот о тебе, та-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 та. Можешь спеть на одной фразе? Ну, в смысле, вот одну фразу без дыхания. Вот о тебе, на-на-на. Угу, давай. Вот про тебя, сестрица, так признаться. Молодец. Не говорит решительно никто. Отлично. Если так кукушка возопила, то себе, чтоб людям отомстить,
хватит силы, не перестану я твердить. Дальше понятно. Ку-ку понятно. А теперь знаешь, что я тебя попрошу? Как бы это романс очень игровой. Нужно показать кукушку, всех нужно показать, кто с ней разговаривает, да? Поэтому абсолютно другие голоса можешь делать. Ну-ка Да-да, я попробуй. И интонации, и даже внешний вид. Она прямо кукушка возопила. Ты немножко пропиваешь так, хорошо, ясно, понятно. Но хочется ярче. Да, можно, знаешь, даже вот утрировать сейчас. Потом это все, когда выйдешь на сцену, оно бывает, съедается половина, потому что от волнения, там еще от чего-то, да? Надо нарабатывать в классе. Угу. Да, я понимаю, тебе там какой городские жители. Давай. Жители толкуют городские. Мария, я очень интересно. Что жители толкуют? Обо мне-то говорят, нет? Она же вся такая, она хочет быть первой. Жители толкуют. Угу. Угу. Жители толкуют городские, хоть, например, о песнях соловья. Вот ведь. Рисуется тепло, Да? весь город он приводит в восхищение, когда в саду его раздастся трель. Жаворонок, Жаворонок, да? Ну, жаворонок. И жаром пение пленяет очень многих. Неужели у окопов их отзыв о дросте, нахвалят его хоть не везде? Еще хочу спросить я, нерешительно. и обо мне ты слышал кое-что? Вот про тебя, сестрица, так признался, Нет. не говорит решительно никто. Если так, кукушка возопила, Молодец. теперь, чтоб людям отомстить, сама весь век, покуда хватит силы, не перестану я твердить. Добавляй, добавляй. Ку-ку. Все-таки ку, не к. Ку-ку. Больше головной, да? И смотри, нагнетай, нагнетай, нагнетай до конца. Ку-ку, ку-ку, ку. Ах, не знает обо мне никто. Ну, сейчас я вам покажу. Сам, наверное, где-нибудь в лесу гуляла и загадывала. Кукушка, кукушка, сколько мне лет, Жень, да? Было такое. Вот представь, как они кукуют-то монотонно. А это немножко такая разозлившаяся, которая хочет доказать, что вообще она существует. Хорошо? Покажи мне, пожалуйста, чуть-чуть, буквально эту самую липоньку, да, чуть-чуть. Угу. Начало. Есть, смотри. Чуть выше. Представь, что у тебя мед, и ты, и он у тебя липнет, немножко в разных местах поешь, вот так вот нотки. А представь, что они объединены в один такой клубочек, и ты его распутываешь. Угу. Они ведь такие песни наши русские, они очень такие протяжные, да? Не шагай по ноткам. Угу. Кстати, я могу индийского гостя тоже спеть, если можно потом. Ну, давай, может быть, сейчас тогда? Да. Ну, давай. Ну, давай, если ты, давай, можно, просто это акапельно, а ты хочешь, да? Да, мне без разницы в целом. Ну, давай чуть-чуть еще посмотрим, да, чтобы у других времен не отнимать. Давай. Покажи то, что ты хочешь, да? В чем ты чувствуешь себя прекрасно. Угу. Вообще на конкурс надо выбирать обязательно то, что уже впето, пропето, да, чтобы успокоиться уже. И желательно перед тем, как записывать даже видео сейчас, да, пропеть это своим друзьям, поволноваться,
поискать эмоции. Когда приходит кто-то и тебя слушать, абсолютно новое что-то рождается внутри. Да? Да, мы так и Ну, давай, давай, давай. Мгм. не честь алмазов каменных пещерах, не честь жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес. Чудес вытянуть. Есть на теплом море. Можно я еще раз тебя попрошу спеть? Не падай вниз, когда идешь, да? Поняла. Наоборот, поднимать. Да, вверх. А вниз дыхание. Мгм. Давление создавай. Нет, второй бросаешь. Е надувай. Мгм. Нет, смотри. Ага, нельзя ее растопить. Вот это должен быть постоянно растяжечка. Не складывайся, говорю я, да? Такая, знаешь, вот, знаешь, аккордеон или гармонь, или баян. Ты вот смотри, складываешь меха. Нельзя. Мгм. Давай, еще раз. Не чудный какой, как яйцо. Чудный камень Нет? Ага. Смотри, вот остановилась, как бы это очень кантиленное произведение, такое тягучее, да, и поэтому нужно представить как бы ниточку, на которой ты нотки вот эти, как бусинки, все одеваешь туда, да, чтобы ни одна никуда не выпадала. Хорошо? Нет, ра-ра. А у нас такая глубокая. Нет, забывай вот эту верхнюю нотку. Тебе же еще дальше выше идти. Не слышу. Нет, немножко поешь из себя. Надо это все петь на себя. Вы взяли просто для кантилены поработать, да, как бы это же у нас теноровая вещь, уже пишут там теноровая, да, из оперы, конечно, теноровая. Но иногда для работы в классе можно брать все, что угодно. Я позволяю тоже своим студентам. Для того, чтобы поработать над каким-то конкретно, какими-то деталями, да. Ну, молодец. Понимаешь, да, не надо пестрить, все стараться одевать на один такой столбик дыхательный, эти нотки. Только немножечко меняем зевки. И, а, о. То есть, если ты говоришь Ира, Эдик, то не Ира и не Эдик, не удаляй, да, и Аня, не Аня. Просто я написала себе, да, что немножечко вот ты заваливаешь. Я поняла, да. И отрываешь верхние нотки, не переводишь дыханием, да? И вот написала, что верхние нотки не нужно удалять, а нужно глубже их оставить здесь и немножечко опереть еще глубже. Хорошо? Да, Ну, Ира, ну удачи. спасибо. Давай, счастливо. Пока-пока. Вопросы какие-то есть ко мне? Не знаю, вот педагог.
Покажитесь там, педагог-то ведь рядом сидит, конечно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень красивая женщина. Все то, что вы сказали, мы именно над Делаем, этим... я уверена. Просто, знаете, они уже слушают и не слышат уже бывает. Да, Поэтому, да, внимательно, Ирочка, слушай педагога и делайте. Хорошо? Очень успехов. полезные вещи вы нам подсказали. Спасибо большое. Пишите и звоните, пожалуйста, всегда открыто для общения, если что. Угу. Больше слушайте хороших певцов. Миреллу Френи, например, да? Угу. Хорошо? Давайте, счастливо. До свидания. До свидания. Да, Ольга Александровна. Друзья мои, спасибо огромное. Ну, сейчас вот подготовится у нас Вишнева Мария, а я, если позволите, Оль, я дополню слова, дополню вот то, что вы говорили Да, пожалуйста. о резонаторах. Посмотрите Да. все сюда, пожалуйста. Помните, мы с вами обсуждали это, и вы говорили вот об этой гифке, да, как у нас проходит дыхание, как у нас отражается все, вот про это место, про эту ямочку, да, во рту. То есть и я хотел включить вообще немножко другой, хотел Монсеррат Кабалье, то, что вы говорили. Не, ну это можно разослать потом. Ну, да можно чуть-чуть показать, конечно, когда она занимается дыханием. Я просто как бы в дополнении слов, если можно, да, сейчас одну Конечно, вот конечно. она у нас. Вот смотрим все сюда, пожалуйста, на экран, особенно покажите. КПК, пожалуйста, будьте добры. Внимание на экран. Тут единственное, только сейчас нет звука почему-то. Вот, наверное. Она говорит up, down, то есть вверх, вниз. Набрали животик воздуха, выдохнули. Это очень хорошая тренировка. Также хорошая тренировка на S, когда вы долго тянете через сопротивление. Или прерывисто. Надеюсь, что все педагоги знают, что такое придыхательная атака и дают эти упражнения, да? Вон, видите, у них лежат тяжелые диски на животах. Блины, да. Блины такие, да. Вы можете дома попробовать вот так вот подышать, ощутить. Тогда вам хватит дыхания на любую фразу, да, вы не будете дышать через слово. И каждая нотка должна быть поддержанным дыханием до последней нотки. Хорошо. Спасибо, Владимир Иванович. Да, я ссылочку на YouTube на это видео выложу сюда в чат. Да, пускай всем... Угу. Да. Хорошо. Сейчас у нас следующая Вишнева Мария. Да, Маша, Вишнева есть с нами? Ну-ка, выйди, пожалуйста. Так, Маша. Ой, сейчас одну секундочку, я тут немножечко отвлекся. Так. Ага. Мария с нами здесь? Да. Мария Вишнева, где ты? Включи свое видео. Где? Не вижу, Мария, только слышу. Видео включи, пожалуйста, Маш. Вы мне его отключили. Так, сейчас. Ну-ка, включите, Владимир Иванович, Машу. Попросил включить. Вот она, Машенька. Ага. Да. Знакомая. Здравствуйте, Да, здравствуйте. я ее вижу каждый день, она у нас очень внимательная. Сидит, ждет, слушает. Так что, Ольга, Так, что я записала? Что мне хотелось бы при всех произведениях, особенно, да, вот мы в Верди пели и «Травушка-муравушка», да? Что сегодня будете показывать мне? Так, где Маша у нас? Травушку-муравушку и... Фонтану, да, написано? Да. Да, Фонтану. Хорошо. Посмотрим Фонтану и Травушку-муравушку. Мне чего не хватило, допустим, да, в Верди, мне хотелось бы вот образ этого пажа увидеть, да? Он очень такой веселый, немножко очень так думаешь о нотах, да, как чего взять. Нужно немножко, когда на концертах или на конкурсах, отключаться и подключать все свое нутро, вот что ты думаешь об этом персонаже, да? Поэтому «Травушка-муравушка», она тоже такая заводная, и можно там поиграть. Вот, и у Верди тоже. Пишу, работать над резонаторами, особенно головными, да? Когда пела «Улица ты, улица»,
немножечко делала улица, улица, у нас лобная, да, не деформировать гласные стараться все-таки, да, потому что у них есть тоже свое приспособление, как их найти, где у нас А, где Е, И, вот особенно проговаривать на имена, Ульяна, допустим, там Анна, там Эдик, Ирина, то есть вот как ты произносишь, как естественно в жизни, как ты говоришь, так же мы должны, наверное, как бы стараться петь. Так, смотри, я все-таки написала, что когда ты пела «Травушку-муравушку», хотелось бы, может быть, чтобы сегодня ты тоже спела мне ее, да? Хотелось разнообразить все куплеты и добавить свое отношение, думать, о чем поем. Угу. И кое-где были такие подъезды, лишнего брата писала, и интонация в Снегурочке пела, да? Немножечко не везде чистая получилась, особенно по хроматизмам. Поэтому еще написала, что открытое А. А у нас где О формируется, да, как будто мы в церкви. Не Аве Мария, Аве, Аня, Аня, не О и не А, да? Все-таки думаю, если мы поем, тем более оперную арию, за которую ты взялась, то значит надо здесь и определенный звук давать, хорошо? Давай, что ты сразу первое покажешь? Скажи. Травушку-муравушку. Давай, травушку. Единственное, я без Концертмейстера. вариатора, да. Ничего страшного. Давай, она же народная песня, поэтому мы найдем, как сделать. Есть нотка, да? Угу. Да. Улица ты, улица широкая моя. Можно остановлю сразу? Смотри. Должны быть в одной позиции. Улица ты, улица широкая моя, моя. А у нас для чего голова дана? Дана у нас голова для того, чтобы мы вместо звукооператора подключали себе акустику, подключали себе микрофон внутренний наш, да? Потому что когда ты берешь микрофон, там сидит звуковик, он тебе сделал холл, он тебе сделал вибрат, он тебе красиво все украсил, голос зазвучал. А мы сами вот такие певцы, которые безмикрофонные, не эстрадные, да, мы себе внутри делаем вот эту акустику. Поэтому улица ты, улица, широкая моя, я посадила сюда, уже пестрота. И этот звук уже остался у тебя вот тут вот на горлышке и не полетел дальше. Можно? Еще разок, да? Улица ты, улица. Улица ты, улица широкая моя. Травушка, муравушка зелененькая. Знать уж мне по улице не хаживати. Травушку, муравушку не таптывати. Эх, да, эх, не хаживати. Эх, да, эх, не таптывати, знать уж мне по улице не хаживати, травушку, муравушку не таптывати. Эх, да, эх, не хаживати, эх, да, эх, не таптывати, знать уж мне по улице не хаживати, травушку, муравушку не таптывати. Ты мальчик молоденький, когда разудала я, головушка моя, сделай милость, не садись ты возле меня до красной девицы. Можно я еще раз попрошу тебя? Попрошу тебя еще раз про мальчика спеть. Он тебе нравится, мальчик этот? Да. Или надоел уже? Ты говоришь, иди отсюда, не сиди со мной. Вот да, я должна увидеть еще эмоционально твое отношение к нему. Нравится тогда мальчик ты, мальчик молоденький, эх, да разудала я, головушка твоя. С хорошим отношением. 10% осталось. Заряди, пожалуйста. Нет, подключи. Угу. Так, послушайте. Где? Мальчик молоденький, разудала я, головушка моя, сделай милость, не садись ты возле меня до красной девицы. Эх да, возле меня, эх да, красной девицы, сделай милость, не садись ты возле меня до красной девицы. Угу. Мальчик. Улица ты,
Нет, выбрасываешь. Улица, улица. Вот оно дыхание, да? Улица, улица. У тебя она вылезла наверх. Ну? Ты улица широкая моя. Опять посмотрела. Моя, моя, моя. Не снимай с дыхания последнюю нотку. Улица, ты улица широкая моя. Провали ее. Моя, моя, травушка, муравушка, зелененькая. Знать уж мне по улице не хаживати, травушку, муравушку не таптывати. Эх, да, эх, не хаживати, эх, да, эх, не таптывати. Знать уж мне по улице не хаживати, травушку, муравушку не таптывати. Попробуй мне еще разочек взять верхнюю нотку. Травушка монета. Вытяни мне ее. Не отрывай ее от дыхания. Не Нет, ты немножко... Прям наступи на нее. Травушку. Лучше. Покажи мне немножечко Оскара. Чуть-чуть. Начало. Можно? Подожди, стой, 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 стой. Я хотела спросить, скажи, пожалуйста, ты знаешь, о чем поется там? Да, О чем? Расскажи мне. это, можно так сказать, шут на Да. маскараде. Паш. Мгм. Оскар, он хранит секреты. Да. И он поет то, что я знаю там Он секреты. никому не расскажет их, да? Можете все со мной делиться ими, я никому не расскажу, да? Да. Мгм. Но ему трудно это делать, хранить секреты. Да. Наверное, очень хочется рассказать. Оскар, он такой легкий, поэтому, да, немножечко ты... Немножко тяжелеешь. Сделай характер вот этого. Он юный, Паш. Это не старичок там ему, да? Ну, по крайней мере, такой в опере записан. Ну? Маной, пари, нужно протянуть верхнюю нотку на дыхание. Можно еще раз. Оскар Лоса. Тра-ля-ля, да? Не тра-а-а, там нет такого, да? Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Ага, или тра-ля. Перевести нужно немножечко еще. И смотри, ты должна как будто разгоняться с горки. Тра-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля. Особенно во втором куплете, да? Угу. Можно еще раз? Спой мне, пожалуйста. Оскар Лоса. Ротик. Тра-ля, тра-ля. Сложилось. Не складывайся. Попробуй. Тра-ля-ля-ля-ля. Тра. Вздохни хорошо с животиком.
Угу, хорошо. Смотри, извини, пожалуйста, я перебью тебя. У тебя первый куплет и второй одинаковые, там разные тексты. Поэтому второй куплет должен быть абсолютно другим. В первом у тебя что, Оскар секрет не выдаст? Нет, а там что? Я то скрываю, что скрыть, желаю и скрытен крайне во всякой тайне, да? Но вы не волнуйтесь, я ничего не расскажу. А во втором, что он там поет? Просто нужно иногда брать, пускай какой-то подстрочник, переводчик. Сейчас все есть в интернете. Перевести, о чем ты поешь во втором куплете? То же самое или все-таки чуть-чуть там что-то изменилось? Изменилось. Ну, поэтому смотри, попробуй другим немножко звуком во второй куплет попеть. Я на море, mi mare, sole cuore, ma pure ristretto, Стоп. segreto, mole rapido, gravità. Tra-la-la-la-la. Нет, смотри, ты в первом куплете так пела, нет, ты пела тра-ля-ля-ля. А тут все-таки, знаешь, он хоть там подслушал, там рассказали. Тра-ля-ля-ля. Можно сделать? Там форте, тут пиано. Можно? Нету 5 осталось. Не работает, сынок. Не включил, видимо, не нажал туда. Теперь да, хорошо. Спасибо, молодчинка. Давай думай, прежде всего думай, потому что у тебя все в голосе есть, ноты есть, но лицо немножечко такое, знаешь, мало выражаешь те эмоции, которые хотелось бы... Вот представь, что ты поехала за границу, поешь русскую народную песню, и никто ничего не понимает, ни одного слова. Но ты должна так это показать, что мальчик ты, мальчик молоденький, эх, нравишься ты мне, разудалая головушка твоя. Сделай милость, не садись сегодня. Не хочу я, чтобы ты... Девушка такая, с характером, да? Иду на улицу, вышла, улица широкая моя. Не улица ты, улица широкая. Не широкая, широкая моя. То есть в каждом слове есть подтекст. Хорошо? Давай, удачи тебе. От всей души желаю. Да, привет и педагогу, и концертмейстеру. У меня вопросик. Давай. Маленькая проблемка с переходными нотами. Вот как их брать? Как брать? Нужно как раз на этих переходных нотах делать немножко прикрытие. То есть о чем мы говорим? Если ты поешь, допустим, на А, то нужно думать об О. Если ты поешь об О, то нужно думать немножко о У и более собранное. Даже, знаешь, вот на верхних нотках есть такое упражнение, мой педагог, мой Сергей Павлович Марков давал. А, допустим, мы пели не ма, мы пели пятинюня. Ню, она более узкая, чем А, допустим, да? И попробовать на верхних нотках попеть вот этих переходных. И потом пятинюня, пятинюня. Угу. Или ей-ей-ей. Очень хорошее тоже такое упражнение, которое я даю всем своим студентам, и сама также распеваюсь. Е, краткое, вот скажи е. Е, ага. А вот она показывает место, куда должны все наши гласные пристроиться. И это будет и е, а, и е, и о, да? Недалеко и не очень близко, не на зубах, да? А именно туда. Е-е-е-е-е, е-е-е. Угу. Хорошо? Да, спасибо. Пожалуйста. Можешь, если хочешь, просто мне спеть вот одну. Давай. Вот прямо попой мне. Вот это «е» кратко проглаживает наша верхняя небушка. Е-е, е-е-е-е-е. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Немножко е-е, тоже пропустить последнюю нотку. Ей-ей-ей-ей-ей. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Немножко начинаешь е-е-е-е-ей. Ага. Е-е-е-е-ей. Да, еще раз. Ей-ей-ей-ей-ей-ей.
А теперь мне спой, пожалуйста. Зо. Туда же, да? На зо? Нет, сначала ей, а потом по тем же ощущениям на о. Ага, на зо. Зо. Нет, смотри. Зо. Ага. Зо. Немножко. О. Да, ну-ка еще раз повтори, да? Вот сейчас хорошенечко попала, молодчинка, да? Старайся просто вот краткая, она показывает место, где должны быть нотки. И старайся пристраивать все ноточки туда. И А, и О, чтобы не терялся купол. Хорошо? Да. Хорошо? И будь... Давай, спасибо тебе за урок. Угу. Счастливо. Спасибо, Машенька. Ольга Александровна, там есть вопрос Да. от Ирины Крюковой. Посмотрите, Да, пожалуйста. как произносить две гласные «ы», «у» отдельно или связывать? Ирина, А в покажите, пожалуйста. В каком конкретно случае? Если вы здесь, выйдите к нам, да, и вот Да, задайте... добрый день. Добрый день. Воркута. Да, здравствуйте. Беспокоит. Улица, улица, ты, улица, улица, ты, и, у. Вот улица, ты, у. Вот это вот. Ты, Улица, ты, на улице топор, да, ты улица. То есть связывать. Не Да, так, не с конечно. цезуры брать. Ты, у. Ты, не Нет, так, нет, ты, нет. Самое главное, нет, когда идет гласная с гласной, а, и соединяются, и, а, и наоборот. Просто немножечко атакуют звук этот. Улица, ты, у. Делать немножко как бы небольшой накол, чтобы она не сливалась в одну. Улица, ты, у. Еще раз как бы коснуться лобовых резонаторов, лобных, и небушка произнести внутри себя. Не обязательно ее бить там. Улица, ты, у. И так далее. Очень много есть, да, таких соединений гласных, которых и, в общем-то, и у нас в оперном театре, я тоже иногда подхожу к нашим солистам и тоже говорю, вы слили все в одно, непонятно, что за слово получилось, какое-то длинное и непонятное. Чуть-чуть атаковать. Не за что. Спасибо. Удачи вам. Ага. Следующий. Кто у нас следующий? Кто у нас следующий? Ау. Володя. У вас Машенька. звук, вас не слышно. Понял. Кто у нас следующий? Хабеева Алина у нас. Хабеева Алина. Хабеева Такая Алина. активная, тоже наша самая активная участница. Всегда Мгм. присутствует с нами. Я надеюсь, тоже ты здесь. Алина, ты здесь? Покажи. Алина, город Орск, правильно, да? Да, вот она. Алина, Да, здравствуйте, 16 пожалуйста. лет. Где, покажите мне. Ага, Алина, здравствуйте. Алина, А вот, я написала про вас, да, что у вас из хорошего есть кантилена, голос ровно выстроен, это респект педагогу, да, что нет пестроты, что не хватает как раз опоры, что местами напевает, а академическое пение, как бы, да, оно требует больше такой опертости, не поверхностной. Голос небольшой, но приятного тембра. И мне не хватило какого-то благородства и округлости, да, вот у меня что написано про вас. Хорошо, что вы мне сегодня покажете? Ну, что бы вы хотели? Дольче Амора, давай тогда старинную. На старинной как бы проверяются все голоса. Почему она старинная ария включена в наш, так сказать, конкурсные наши условия? Потому что на старинных как раз ровность проверяется, нюансировка, потому что некоторые арию начинают, точнее, старинную арию начинают петь как оперную и так громко и... Давайте, покажите мне, пожалуйста. Можно сразу остановлю, извините. Если вы были, может быть, наверное, были на мастер-классе, я думаю, у Симоны, и Симоны, наверное, говорила, что дио у них не поется. Оно немножко перефразирует, не ди, дио. Дольче, амор, бендат, там бендато одна т или две т? Одна.
Одна. Бендато. Значит, то очень мягко произносим, да? И смотрите, бенда. Я почему писала, что мне не хватило как раз благородства и округлости, да? А у нас более вытянутая. Бендо, да, да, то. Это не народная песня. Народная не буду ничего говорить, так сказать. Делайте, открывайте, чтобы характер был. А в старинных ариях очень должно все звучать, как будто вы пришли петь в церковь, в храм. Dolce amor, bendato Dio. Да, ничего не вываливаем. Угу. Я не слышу амар, слышу амар, дольше амор. Амор там? Ну, я не слышу о. Не, смотрите. Сложились. Еще развить ее как скрипочку. На скрипке видели, да, как первые курсы играют там, допустим, дети, да? Начинают только. Они просто ставят еще пальчики, ноты там ищут, а потом доводят, да, у них все время такое движение есть. Вот мы тоже должны довести до резонаторов, до вибрато. Такой непрямой. Еще чуть-чуть добавить. И смотрите, должна быть все-таки фраза. У вас немножко тяжеловато вам самой дышать. Дыхание выходит, а вы его должны быть как будто удержать. Почему иногда говорят, нужно петь на вдохе? Не так, конечно, но на удержанном выдохе, так скажем, да? У меня педагог всегда говорил, на вдохе, чтобы вот эта свечка, которую мы держим, допустим, да, рядышком с собой держим ее, чтобы она даже не колыхалась, не то, что не задулась, даже чтобы не колыхалась. Угу. Молодец. Нет, смотрите. Соспирар, соспирар. Где наши резонаторы? Заварила немножко назад. Ну-ка вспомним. Соспирар. Нет, вы делаете. Не отрываем. У нас тут такой пятачок. Вводите очень много там. Немножко сняли с дыхания. Но, ми, фа, но, ми, фа. И дальше у нас речка не остановилась. Вы немножко сели посидеть на стульчик. А вы дальше идете. Да? Ну-ка еще разочек. Дайте нотку. Какая нотка там у вас? У меня над собой нету. Нет нот, не помните, да? Так, ну хорошо, ладно, давайте. Нет, нон, ми, фа, фа. Представьте, что вы проходите в дверь. Нон, ми, фа, не фа. Вы немножко протискиваетесь в эту щелочку. Фа, прямо раскройте ее хорошо. Non mi forpio sospiro. Ага. Нет, смотрите, какая сейчас буква у нас идет? И? Ирина, скажите, Ирина. Ирина, и туда же туда же и накол делать. Нет, вы делаете Ирина. Нет, мы не растопыриваем в старинной музыке. Мы в храме стоим, в храме молимся. Угу. Нет, идет народная песня. Все,
Мгм. Вот там. Il tuo dono sta di Achille, che mi sogni io piago del Вот другое дело, молодец. conoscitore cor, che sorge di tue pupille, questo se non sai. Мгм. Можно еще раз. Не отводите назад. По резонатам еще раз прогладьте. Вот, другое дело, молодец. Мгм. Questo se non sai. Нет, а мы говорили та-та-ти-да-да-та, дверь открыли, та. Или если играете как бы на аккордеоне, да, та-да-да-да-да-да, растянули меха. Мгм. Можно еще раз? Questo se non sai. Конечно, конечно. Мы должны дать простор нашему дыханию, чтобы оно там не втискивалось куда-то, да? Наш инструмент – это наше тело, и мы должны ему помочь, да? Вот. А что у вас еще второе на катке, да, вы хотели? Да. Да? Давайте, покажите. Как бы это уже игровая штучка такая, да? Сейчас. Вот вас даже наша кошка пришла слушать. Вьется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Можно сразу перебью. Ногами, ногами, ногами. А мы говорили, что на А мы обязательно открываем дверь. Ну, звучит под ногами, нужно тоже допеть туда, да? Можно еще разок? Сначала. Вьется легкий вечерний Нет, смотрите. Бьё, я слышу нос, бьё. Вот сюда повыше строим за носом. Не под ноздрями, а за ноздрями, выше. Прям вздохните туда. легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и звенит под ногами каток. Нет, под ногами. Надо открыть двери. Это надо открыть все горлышко наше. Извини, под ногами. А, И звенит под ногами каток. нет, вы поете ногами. А я просила как бы на себя. Дверь ногами. Можно даже откинуться. Звенит под ногами. Чуть-чуть сделайте такой как бы наклон назад. И звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот и мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Ага, хорошо, хорошо. Давайте я вас немножечко, да, вот мне кажется, что вам помогут немного такие придыхательные упражнения. Вы мне попойте, пожалуйста, Нет, смотрите, у нас нет третьей точки, у нас только вот и вот. Две точки в голове и в животе, то есть не сразу проваливаем вниз. Хорошую делаем платформу себе. Нет, вы делаете очень короткую. А мне нужно вытянутую. Давайте зо начнем. Зо.
Нет, вы делаете, а нужно, чтобы на этом упражнении работал животик. Зо, о, как батутик. Зо, а он вас нажали, зо, а он вас наверх вы подскочили. Зо, о. Повыше возьмем. Давайте на первую хорошенько опираемся. Зо, зо, а вы зо, о, еще сидите на батуте. А мне нужно, чтобы вы подпрыгнули. Зо, вторую, третью договариваем наверху. Хорошо, дышим, дверь открыта. Зо, еще раз. Последнюю не снимаем с дыхания. Вы делаете зо, еще разочек. Немножко мелко делайте. Зо. Вот здесь у нас за ушками есть такие замочки. Они открываются. Попробуйте, приложите вот это. Не за. Вы держите челюстью. И получается закрываете горло. Чтобы дыхание свободно прошло. Да? Молодец. Первую ноту хорошо. Зо. И туда же о. На этом же открытом. А у вас получилось зо. Задираетесь немножко наверх. Ну-ка еще. Молодчинка, да? Ага. Если вы когда-нибудь на каруселях, называется такое солнышко. Или качели, просто качели. Да? Для того, чтобы их раскачать, когда вы сели, вам нужно создать вот это давление. Да? А есть такое еще карусели солнышко. То есть вы такое давление даете, что они разворачиваются и по инерции потом вниз падают с большим разгоном. Да? Итальянцы некоторые говорят, вот джиро, круг, да, вот. Вот такой должен быть круг внутри. Попробуйте еще раз. Раскрываем. Последнюю снимайте. Туда же на этот же дыхательный столбик нанизать. Не облегчаем. Немножко последнюю ноту облегчайте. Также. Молодец. Смотрите, мы уже идем, нотка ре, она уже такая близкая к переходной ноте, поэтому не уже немножко такой ставим стаканчик сверху, как бы, да, прикрываем чашечку такую, купол. Можно еще? Молодец, да, хорошо. Вторая не немножко говорите сюда вперед, ну-ка, не надо. Животик работает. Как бы немножко выталкиваем нотку. Молодец. А еще попридыхаем, пожалуйста. Покачаем. Да? Нет. Провалить немножко вниз и... Попробуйте немножко отклониться назад. И... Нанизываем. Широко поете. Такие берега сделайте. Угу.
А можете не снимать. Туда же на то же дыхание насадить, да? Молодец. Мы думаем о том, что мы собираем. Верхний регистр у нас собирается. Не растопыриваем. Еще. Хорошо, прессом работаем. Прям попробуйте, чтобы у вас прыгал животик. Молодец, да? Молодец, еще одно. Только где у нас наши резонаторы? Чуть-чуть отпускайте, теряется объемность. Еще. Как будто сверху такой, знаете, эскаватор. Вот этот его ковшик. Не плащите, не делайте небо квадратным. Представьте, да, когда вы заходите в церковь из квартиры, вы в квартире и нету никакой акустики, да? А когда в церковь вдруг там в самом куполе такая акустика, сразу голоса такие, кажется, огромные, да? Сами себе акустику сделайте, небушка. Перед тем, как петь, да, можно даже немножечко взять, позевать, чтобы оно активно. У некоторых, вот знаете, негры почти все хорошо поют. У них такие зубы, у них такое небо, неграм видно. А у колоратурных сопрано тоже видно, в основном здесь очень такие у них узенькие, да? А у драм-сопрано они такие, челюсти у них хорошие, меццо-сопрано тоже, да? Поэтому как бы вот какие-то есть определенные, когда уже смотришь и думаешь, наверное, это такой голос или такой голос. Хотя бывают, конечно, исключения. У нас была в театре работала такая Лариса Поминова. Она была очень хрупкая, изящная, такая талия. И вдруг она открывала рот, из нее такое меццо-сопрано, просто огромный голос, такой бертональный. Она очень хорошо посылала в резонаторы. Сейчас она поет уже вот в Санкт-Петербурге, уехала от нас, и она там блистает. Так что можете даже, кто живет в Санкт-Петербурге, сходить на концерт Ларисы Поминовой и послушать, какая замечательная. Вот она закончила тоже наш колледж и так далее. Да? Так, ну, поэтому мы сами делаем свои голоса. Сами внутри себя, потому что это наш инструмент, который мы должны беречь, мы не должны простывать, мы должны есть определенную пищу, да, то есть если у вас завтра какой-то концерт, вы уже сегодня не пойдете в баню, вы не будете пить шампанское, там, или газированные напитки какие-то, которые в определенный момент тоже. У нас наш педагог запрещал есть шоколад, который оседал там на связках, не разрешается есть семечки, орехи, мороженое, знаете, сколько всего нельзя. Да? Вот, поэтому, потому что если пианисты или там инструменталисты, скрипачи могут пойти и где-то у спонсора взять деньги и купить новый инструмент, то мы уже, вот он, внутри нас маленькие связочки, которые мы должны очень-очень беречь. Самое главное, не перепеть, да? Не перекричать. Хорошо? Угу. Лучше не допеть, чем перепеть, как я говорю. Так, давайте еще разочек мне попойте, пожалуйста. На одной нотке. Есть такая хорошая распевочка, она называется «Светлеет день». Светлеет день. Ага. Поем? День. Ага, свет. Немножко де, плащите де. И ушла вот туда у нас в нашу церковь, да, в наш купол. День, еще разок. Молодец. А теперь мы добавим: светлеет день,
перед зарею. И постараться перед за. Там же оставить, да? Перед зарею. Светлее день. Свет. Нет, смотрите, светлее день. Вздохнули. Перед зарею. Посмотреть, перед за выпала, перед за. Вот у вас купол. Светлее день, перед за. Потеряли. Потому что когда вы будете петь на одной ноте где-то в каких-то произведениях, да, на одной ноте, когда поешь, уходит быстрее дыхание. И надо каждую нотку строить, как будто бы следующая выше. То есть светлеет день. Хорошо? Еще. Уже лучше. Почаще пойте на одной нотке, чтобы выстроить ровность, да, чтобы никакие нотки не вылетали. Ну хорошо, спасибо большое. Спасибо, до новых встреч. Да, вот есть двиги, даже уже за сегодняшний урок уже что-то я такое чувствую другое, да? Давайте, удачи вам, до свидания. Угу. Спасибо большое, Алина. Я уверен, что она будет еще и следующим маэстро заниматься с Дамиром Басыровым. Неутомимая, да. Пытливая, неутомимая. Да, жалко только, что нет педагога, но что делать? Вот пишут участники, что хорошие упражнения, что как раз хоть какие-то, может быть, новенькие какие-то упражнения для себя они узнают. Поэтому вот спасибо большое. Давайте делиться. Давайте. Да, я бы хотел, кто у нас следующий участник? Так, Якубчик Дарья или Михалькова Маргарита. Кто из них здесь сейчас? Кто готов? Здравствуйте. О, Дарья. Здравствуйте. Я сегодня Здравствуйте. есть, это здорово, это здорово. У Дашеньки нет педагога, нет концертмейстера, нет фортепиано, поэтому, Ольга Александровна, ну вот как-то хотя бы... Ну, мы с Дашенькой уже давно знакомы, еще по питерским конкурсам всяким, да, Дашу помню. Даша очень музыкальная. Я слушала твое выступление и думала, боже мой, ну как можно вот в 10 лет уже так чувствовать музыку хорошо? Молодец. А вот, очень выросла, я отметила, да, как бы я уже за тобой не первый год наблюдаю. Появилась кантилена, ровность появилась, поэтому большой респект педагогу передай. Да, я знаю, что она сейчас заболела, поэтому все молимся за ее здоровье. Пускай все будет хорошо. Вот, написала, что ты очень обаятельна, артистична, чистая интонация, но иногда начинаешь поддавливать, да? Вот у нас голос, особенно в 10 лет, что его делать больше-то? Нет, вот нужно петь тем, что есть, как ручеечек должно течь, да? Что ты мне сегодня хочешь спеть, скажи, пожалуйста. Даже не знаю. Ну, что-то, может, акапельное, может, какую-то песню народную, нет? Ну, что вы сами хотите? Так. Ну, давай, не будите меня молоду, давай. Не будите меня молоду, да ранным рано. Можно сразу перебью, да? Смотри. Не будите меня молоду, да. Не делай больше, чем у тебя есть. Не сажай сразу сюда, да. Оставь, если ты открываешь и сажаешь сюда звук на грудь, оставляй высокую позицию, головную. А ты прямо... Можно еще раз? Угу. Не будите меня молоду, да ранным рано поутру. Вы тогда меня будите, когда солнышко взойдет. Вы Смотри, когда солнышко взойдет. Вот зазвучало. Такой красивый был, легкий, такой, знаешь, объемный голос. И когда ты сажаешь на гортань сюда, на горло, он сразу приобретает такой призвук. Это, опять-таки, это остается в тебе, потому что ты зацепилась горлышком и нам звук не даешь. Ну-ка попробуй так, чтобы вот у тебя такой колодец, и ты туда ведро с водой опускаешь, не зацепляясь на третью точку. Знаешь, есть такие часы песочные.
в аптеках, ну, не в аптеках, в поликлиниках, там приходишь на ОВЧ, тебе говорят, так, 3 минуты так, 3 минуты так, да, эдак. Вот надо, Да. чтобы не было вот этого, вот этой колбочки. Такой раз, два, а прямая колбочка такая, знаешь, как Мгм. стаканчик такая вытянутая. Ну-ка попробуй еще. Не будите меня молодого да рано, поутру. Вы тогда меня будите, когда солнышко взойдет. Когда солнышко взойдет, когда солнышко взойдет. О. Ну-ка попробуй еще разочек. Когда солнышко взойдет, вы тогда меня... Подожди, вы тоже у нас, как тебе сказать, не, колодец у тебя не закрывается крышкой. Вы. Ты такой кладешь, а там уже все закрыто, у тебя ведро стоит сверху, оно должно вниз провалиться. Мгм. Вы тогда меня будете, когда солнышко взойдет. Солнце красное проглянет, роса на землю падет. Роса на землю упадет. Не, смотри, когда переходишь наверх, мы должны, наоборот, опирать. Когда идем наверх, опираем ниже, а ты немножко тянешься за ней наверх. Еще раз вот это, этот куплет. Нет, смотри, да. Грудь должна с головой. Мгм. Роса на землю упадет. Падет. Прям протяни, как канатик. Мгм. Падет. Нет, ты отрываешь. Соедини. Роса на землю упадет. Пастух молодчинка. выйдет на лужок. Пастух выйдет на лужок, заиграет творожок. Нет, это широко. Ага, купол не теряй. Очень много увлекаешься грудным резонатором. Ты так думаешь, наверное, что ты меццо-сопрано уже в 10 лет своей, да? Ну-ка скажи. Нет еще? Да, поэтому как бы головной резонатор, он больше дает тембра красивого, да? Не теряй, Да. пожалуйста, ладно? Угу. Давай еще раз. Нет. Как тирольское пение должна перевести вот сюда в голову. Угу. Хорошо, пастух играет. Смотри, пастух. Когда мы идем наверх, мы дыхание создаем давление вниз. Да, ты слышала, нет, если в начале? Я рассказывала про воду, которую мы в бутылях таких носим. Чтобы нажать, чтобы она пошла, мы должны вот эту нажать, чтобы... Или, смотри, вот есть фонтаны, да? Ты когда вот если нет давления в трубе там какой-то внизу, то фонтан, он вот такой вот. Он не течет. А как только давление создалось, вот есть такие музыкальные фонтаны, да, знаете, наверное, какие-то в Питере это точно, наверное, есть, я думаю. Они под музыку определенное создают высоту. И тебе нужно создавать это давление. А ты потянулась, и тянутка такая все квелая. Пастух играет, выговаривает. Выгоняйте вы скотину на широкую луговину. Выгоняли стадо в рук, да остановились. Смотри, доста, купол. Вот пощупай где. Доста. У тебя немножко плоское такое. Небушка. А нужно его выгнуть. Доста. Можно? Остановились девки в круг, одна девка весела в хороводе. Смотри, одна девка весела, не хватает мне
Немножко поешь под ноздрями. На, а нужно за ноздрями выше. Вот там. Одна девка весела. Идет такой, знаешь, гнусавый. На. Мгм. Одна девка весела, хоровод Вот, плясать молодец. пошла. Нет, хорошо спела же. Весела, да, писать пошла. Опять на, прижимаешь к носу. Потом не избавиться будет. Но так не надо петь. Весела. Ноздри должны быть чистые. Дышать нужно прямо вот сюда, в головной резонатор. Одна девка весела, в хоровод Нет, плясать. весела. Дверь открываем. Одна девка весела, в хоровод плясать пошла. Ла, да? Нет, немножко делаешь под носом. За. Мгм. Чтобы не было вот этой гнусавости вот этой, да? Мгм. Ты себя записывала, слушала ведь? Да. Кое-где идет вот такой призвук небольшой у тебя. Да, мне педагог тоже говорит, я пытаюсь Вот, избавиться. от этого, знаешь, от этого надо сразу избавляться, иначе очень потом трудно уйти от носика. Есть упражнения всякие такие, допустим, вот давай я тебе дам немножко упражнений. Нужно попеть. Да, мне тоже педагог такие упражнения давал. Да, вот, видишь, как хорошо. Нет, смотри, не так резко. И там же оставить вот эту А. И опять закрой. Чтобы она не падала у тебя. Открываем глотку, мы не закрываем горлышко. Еще раз. И не очень резко. Хорошо, молодец. Вот ты ощущала вот это зудение и здесь, да, и на. Есть очень хорошее упражнение, я, наверное, уже вам показывала, чтобы разогреть вот эти свои резонаторы, чтобы их, знаешь, подготовить к уроку. 20 раз туда нужно потереть. Давай, 3 вместе. 3. 20 раз хорошенечко. Вот эти пальчики мы кладем. Вот сюда такие есть провалы у нас. А вот какие вот эти? Любые, Вот какие тебе удобно. Вот эти, какие тебе удобно. Лишь бы ты 20 раз туда протереть. И 20 раз обратно. Хорошо протер. И потом вздохни. Чувствуешь, да, как все сразу открывается там? Да? Вот. Так же надо, чтобы ушки у нас услышали, тоже ладошки приложить к ушкам. И тогда сразу слышишь лучше, и себя лучше слышишь. И чтобы лобные у нас зазвучали резонаторы, нужно помычать и постучать. Постучим. Опускаемся немножко ниже. А теперь по губам буква В. И еще раз В, только внизу. В. И грудь, конечно. А также, чтобы у тебя вот носик, чтобы не был забит и дышал хорошо, нужно подышать через одну ноздрю, выдохнуть через другую. Еще раз.
Да. И еще есть такое хорошее упражнение, я его очень люблю, которое называется... Попробуй. Я не могу. Нужно постепенно, равномерно распределять воздух. Не Смотри, потому получается. что ты вторую поджимаешь. И так вот до верха доходить. Все тогда разогреется здесь. Особенно следи за носиком, потому что часто поешь вот так вот низко под ноздрями. За. Думаем за. А. Вот прямо берем пальчик, да? Берем палец, большой палец и а. Вот там. У, а не а, да, сюда не поем ничего. Мгм. Хорошо, ладно, договорились. Там следующие еще уже ждут нас, да? Так что я желаю тебе больших успехов, хорошо, здоровья педагогу, и Спасибо. тебе здоровья, конечно, творческих успехов. Расти, развивайся и прославляй свой город Санкт-Петербург. А можно у вас еще кое-что спросить? Я у вас всё Конечно, хотела можно, да, спросить. спрашивай. Я хочу попросить у вас совета. У меня иногда, когда я пою в основном верхние ноты, Мгм. они у меня получаются какими-то зажатыми. Ну вот вроде купол я делаю, рот открываю, а зажато получается. Почему? Посоветуйте что-нибудь. Я так думаю, что все равно все в дыхании. Все в дыхании, потому что верхняя нота требует, я уже говорила, гораздо нижнего дыхания. Да? Постарайся, вот я немножечко краем глаза подсмотрела мастер-класс Алексея Лаврова, он же вот такие делает, знаешь, да? Мгм. Посоединяй, прямо октавники, или наоборот, чтобы ты сначала ощутила вот этот, да, ну, как сирена, как скорая помощь, да, чтобы сначала поставить на опору. Мгм. Мгм. Хорошо? Можно еще попробовать Да. попеть стаккато сначала, а потом на легато эти ноты. Да, хорошо. Мгм. Давай, удачи тебе. Если что, звони, пиши, я всегда тебе помогу, ты же знаешь. Мы давно уже дружим. Да, спасибо большое. До Давай, свидания. удачи тебе, Сашенька. Мгм. Спасибо большое, Даша. Спасибо всем. Спасибо, Ольга Александровна.